Следуя по Кавказской перевальной железной дороге. Ингушетия. Охотское ущелье непосредственно граничит с Ингушетией. До первого села Кистетии отсюда всего лишь несколько часов езды. Эта земля была предметом спора ингушей и хевсур из-за малоземелья, которое, в свою очередь, очень влияло на их экономическое положение. Они воевали за пастбище, за границу. Но не только за землю спорили кисты и хевсуры. Между ними случалась кровная месть. Они угоняли друг у друга стада овец, коров, табуны лошадей. Ходили в военные походы друг против друга. Но в дни мира принимали один другого у себя в домах, как самых почетных гостей, становились побратимами. В грузинских письменных источниках Ингушетия известна под такими названиями, как Дзурдзукетия, Дзурдзук-Хелветия и Кистетия. Ингушские племена упоминаются у Леонтия Мравелли, историка Джуаншера, в летописи Жамта Агнцрели, Папуны Арбеляни, Амана Херхиулидзе и Вахушти Багратиони, написавшего следующие строки. Выше от Джейраха находится страна Кистетия с селениями и строениями. Ингуши сами себя называют Гэлгэй. Под этим именем они известны и в Хевсуретии. Название ингуши возникло в среде кабардинцев в XVIII веке. Оно произошло от названия ингушского селения Ангушт, находящегося в низовьях Терека. От них его и заимствовали русские и также стали называть их ингуши.